Вітаю, вы глядзіце канал Свабода Прэміум, з вами Дмітрий Гульневіч у Празе. І сёння мы пагаворым пра прагноз на палітычныя падзеі ў Беларусі, пра вырашэнне палітычнага крызісу з чалавекам, які ў нейкім сэнсе прадказаў гэты прагноз, на мою думку. Мы з Дзянісам Ціханенкам, вітаю вас. Дзяніс, палітолог беларускі, рабілі размову напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў і ў дзень выбараў. І многія з тых падзей, я ўжо пра гэта пісаў на сваім тэлеграме, дарэчы, падпісвайцеся, сталіся менавіта так, як Дзяніс прадказваў у пэўным сэнсе. І галоўная мэта, Дзяніс, пра якую тады вы казалі, людзей, якія прагнуць перамен у Беларусі, гэта выклікаць палітычны крызіс, маўляў, адразу здабыць уладу немагчыма будзе, паколькі фальсіфікацыя будзе, і людзей на вуліцу будзе недастаткова, таму толькі прымушэннем, як той казаў, да дыялогу, да размовы. Давайте пагаворым пра гэта. 3 месяцы мы, лічыце, назіраем ужо за палітычным крызісам, і ён ніяк, ані на йоту, здаецца, не наблізіўся да палітычнага, да вырашэння. Усё ж таки гэта не так, і вы бачыце нейкія там, скажем, першыя сігналы, што неўзабаве этот кризис вырашыцца. Ну, конечно, безусловно, этот кризис фактически зашел в тупик, и мы сейчас находимся в состоянии движения по кругу. Произошло это в первую очередь из-за того, что вот технология развития протеста, неважно, это белорусский протест, киргизский или еще какой-то, есть определенные характеристики протестных действий, которые не имеют национальности, это такая социальное явление, и в результате столкновения интересов каких-то общественных групп происходят протесты, и они развиваются по определенной технологии. Когда какое-то звено в этой технологии выпадает, то протест либо прекращается, либо он не приводит к тому результату, который, в принципе, был заложен действиями протестующих, их требованиями. И в данном случае у нас в Беларуси произошло выпадение звена персонализации протеста и предъявления требований. Если с требованиями чуть запоздало, но все-таки ультиматум Тихановской прозвучал, то персонализация протеста как таковая не состоялась. И он фактически вот сейчас перешел в формат такого изматывающего противостояния протестующих с действующей властью, в данном случае с Лукашенко. И здесь уже будет все зависеть от потенциала обеих сторон. Мы видим, что и у Лукашенко силы там истощаются, и протестное движение мирное, оно все-таки не такое сейчас массовое, как это было 16 либо 23 августа, сразу после выборов. То есть поэтому говорить о том, что мы подходим к какому-то этапу решения проблемы этого возникшего политического кризиса как с одной стороны, со стороны протестующих, так и со стороны власти, нельзя. То есть мы находимся в патовой ситуации, в ситуации тупика, когда ситуация никак не разрешается. Она дошла, вот эта протестная технология довела протест до определенного уровня, выпало звено персонализации и предъявления требований власти в данном случае. То есть ультиматум Тихановской из Вильнюса, он все-таки немножко другие цели имел, и мы это все уже увидели, к чему привел ультиматум Тихановской, и не к выполнению там требований, которые были заложены, а к дополнительному такому толчку вот этих мирного, гражданского протеста и возможных каких-то забастовок на предприятиях. Сёння мы бачым два сцэнарыі. Адзін сцэнар менавіта, назовем это атачэнне Ціхановскай, гэта новыя выбары, і два яшчэ патрабавання вызвалення палітвязняў, пакаранне вінаватых у гэтым садызме. А сцэнар улады гэта, канешне, канстытуцыйная рэформа і правядзенне усебеларускага сходу. Ці, на вашу думку, штосьці можа быць паміж гэтым? Учора Франак Вячорка, дарадца Ціхановскай, сказаў пра тое, што, ў прынцыпе, Ціхановская таксама гатовая будзе зрабіць нейкі крок, скажем, пайсці на нейкі кампраміс. А якое магло быць кампраміснае рашэнне, якое б задаволіла два бакі? Я думаю, что вот в данном случае на вот этом изломе вот этого политического кризиса, в этом противостоянии, которое возникло сейчас и продолжается, здесь компромисс, в принципе, уже невозможен. То есть
перейдена какая-то вот красная черта, была какая-то сделана последняя капля, которая уже не может нас привести к этому компромиссу. Мы, очевидно, видим, что на условиях оппозиции власть не собирается идти на переговоры и обсуждать вот эти темы, которые заявлены в ультиматуме Тихановской. Новые выборы, освобождение заключенных и возбуждение уголовных дел за превышение служебных полномочий силовыми структурами. С другой стороны, Лукашенко навязывает свою повестку конституционной реформы, делая пустые обещания, что он якобы проведет какие-то новые выборы после того, как Конституция будет принята. Это, безусловно, не устраивает сторону оппозиционных настроенных граждан. То есть все прекрасно понимают, что конституционная реформа, вот эта имитация диалога, она предпринимается властью для того, чтобы перевести вот эту политическую повестку сегодняшнюю в обществе с нарушений на выборах 9 августа, с фактически захвата и удержания неконституционным путем Александром Лукашенко власти в стране, перевести, сменить вот эту тему, перевести риторику на обсуждение якобы такого глобального вопроса, как конституционная реформа, которая, в принципе-то, вообще непонятно для чего это и нужна. То есть, наприклад, гэта можна было б скарыстаць як некую пляцоўку да пэўных перамоваў. Уявіце сабе, што, напрыклад, сама Тихановская вяртаецца, таму што абяцае гаранты, скажем, кіраўніцтва краіны, магчыма, нейкія там міжнародныя арганізацыі, што окей, мы далучаемся да меркавання, давайте сустракацца там, не знаю, в парламенце, нацыянальным сходзе, на какие-то там пляцоўкі в памяшканнях, групы якія-то фармуем і будзем вырашаць. Гэта таксама нейкі палітычны крок. Да, и вот такие предложения в формате вот ультиматума, как варианта образца ультиматума, я предлагал и Координационному совету, и штабу Тихановской еще 16 августа. Как раз такие форматы парламентских слушаний, а площадка в виде белорусского парламента и могла, и должна, я думаю, и сегодня стать этим местом, где могут произойти переговоры представители оппозиции, победившие на выборах, и проигравшей части, это, по-моему, уже ни у кого не вызывает сомнений после и результатов выборов, и происходящих уже трехмесячных протестов со стороны власти, со стороны Лукашенко. Понятно, что Лукашенко сам не пойдет никогда персонально на какие-то переговоры с Тихановской или там с Колесниковой или с Бабарико. Он считает это ниже своего уровня. И поэтому как раз-таки площадка переговорная именно на парламенте, в формате парламентских слушаний, и могла быть той переговорной площадкой, на которой, безусловно, этот диалог и должен был состояться. И если мы вспомним предложение Координационного совета, как раз-таки они и звучали с предложениями власти провести переговоры. Вместо этого мы увидели брутальное депортирование части Координационного совета за пределы Беларуси, а тех, кто не захотел уехать, либо представлял более серьезную опасность, они были задержаны, обвинены по сфабрикованным уголовным делам и находятся сейчас за решеткой. Но в таких условиях, конечно же, невозможен никакой диалог и переговор. Поэтому совершенно логично, что Светлана Тихановская в своем ультиматуме требует в первую очередь освобождения политических заключенных, чтобы люди разговаривали и начался этот диалог не в СИЗО КГБ, когда, безусловно, в неравных условиях находятся переговаривающиеся стороны. Даже фактически одна из них вообще ни в каком статусе не находится, она заключенная в этом процессе. Вот только после этого можно говорить о переговорах. И площадка парламентских слушаний этой площадкой и могла быть. Второй вопрос, после которого можно говорить о каком-то возобновлении вот этого переговорного процесса, это формирование повестки этих переговоров. То есть если нам будет власть навязывать, опять же, вот эту непонятную конституционную реформу, которая до сих пор неизвестно, какие предложения власть собирается вносить в новую конституцию. Как мы слышим от Лукашенко, это уже третья редакция какой-то конституции, которая на самом деле-то уже готова. Мы просто не видим этого текста, и сейчас создается вот такая атмосфера якобы общественного обсуждения.
которая, естественно, ни к чему не приведет. Я думаю, даже какие-то спорные вопросы в новой редакции, которая Конституции уже готова, будут они представлены как предложение, вот, как результат общественного якобы диалога на этих каких-то дискуссионных площадках, которых никто не видит. То есть вот на таких условиях вести переговоры, конечно, смысла нет абсолютно. Поэтому мало договориться о месте переговоров, в каком это формате будет происходить, с какими-то гарантиями для возвращения, например, Тихановской или там освобождения Бабарика, Колесникова из НАКа, из следственных изоляторов и прекращения уголовных дел в отношении вообще всех представителей Координационного совета по там незаконному захвату власти. Следующий вопрос немаловажный – это формирование повестки этих переговоров. И здесь-то как раз-таки вот оппозиция должна их четко сейчас сформулировать, о чем мы хотим договариваться и говорить, идти на какие-то уступки с властью. Важны момент таксама ў гэтым усім. Гэта колькасць людзей, якая выходзіць на пратэсты, паколькі зараз гэта такі, скажем, адзін з галоўных момантаў ціску на ўладу, і калі зараз яна будзе зніжацца, а магчыма яна будзе зніжацца ў сувязі з тым, што як бы вялікі ўсё ж такі пераслед гэтых людзей, іх паадзінкава шукаюць, знаходзяць, караюць, як бы там ні было, для часткі людзей гэта ўсё-такі і стрэс, і непрыемнасці, і людзей звольняць, а гэта азначае, плюс яшчэ зараз надвор'е сапсуецца, будзе выходзіць менш людзей. Напэўна, людзі будуць працягваць выходзіць, але, напрыклад, 10 тысяч чалавек – это не 100 тысяч чалавек. Што можа быць у такой сітуацыі, козырам у руках, скажем, Тихановской, кажучы, оппозиции, каб мець свой аргумент того, что все ж таки яны яшчэ некая сила, калі не вуліца у такім формате. Да, безусловно, вот сегодня и вчера, и 9 августа, начиная с 9 августа, основной силой, основным фактором, который мог привести к неким переговорам и даже к выполнению, в принципе, первоначальных самых главных требований новых выборов еще тогда, 16-23 августа, является такой силой протестная активность, мирная именно протестная активность граждан, многотысячная, чего никогда не было в Беларуси. Сейчас протестная активность снижается. Говорить о том, что она там буквально там через одно-второе воскресенье из-за погоды, там каких-то брутальных действий силовиков прекратится, я думаю, нельзя. Мы уже видим, насколько брутально в самом начале действовали силовики, как сейчас они действуют. Последнее вот заявление буквально несколько минут назад Лукашенко на представлении нового руководства МВД и ГУВД Мингорисполкома, что мы будем чуть ли не всех мочить и останавливаться нельзя. Но это говорит о слабости власти, о том, что действия протестующих все-таки достаточно еще имеют сильный потенциал и большую возможность, в принципе, даже вот в таком формате, который сейчас с уменьшением количества выходящих людей на улицы существует. Но, конечно же, как же, возвращаясь к тому, о чем мы говорили в начале, вот это наши воскресные вот эти акции протестные, они превратились в некий такой протестный карнавал, они нас не ведут к разрешению ситуации. И в этом случае, я думаю, что протестное настроение, протестная вообще форма должна изменить свой вид. То есть она, допустим, возможно, уйдет на партизанские какие-то рельсы борьбы, что мы уже видим там на железной дороге, блокируются какие-то сигнализационные эти автоматические системы, еще что-то. То есть начнутся вот такие формы протеста. Ну и, возможно, одним из вариантов сохранить вот этот протестный потенциал и как-то его все-таки представлять как силу для того, чтобы добиваться выполнения своих требований, перевести протесты в легальный формат. То есть если они начнут уменьшаться, и мы увидим, что Тихановская, не знаю, Координационный совет, его остатки, что власть, вернее, что протесты уменьшаются, и власть по-прежнему брутально их разгоняет и применяет силу, запугивает людей, эта атмосфера страха на руку оппозиции не играет, и здесь можно просто начать подавать легальные заявки на проведение массовых мероприятий, как это было до выборов, до 9 числа. Вот эти большие протестные акции, совершенно законные, проходящие на Бангалоре, в Киевском сквере. Вот в этот формат можно вернуть вот эту протестную активность, и тогда она будет иметь, скажем так, легальный статус. Потому что сейчас власть говорит о том, что
и представляет, в принципе, силовикам всех протестующих преступниками, потому что, формально идет нарушение закона о массовых мероприятиях и административная ответственность по вот этой знаменитой статье 23.3.4. Если мы нивелируем эту угрозу, а нивелировать ее можно легальным статусом массовых мероприятий, попробовать хотя бы это сделать параллельно с теми воскресными акциями и подготовкой там стачкомов и забастовок, начать переформатировать процесс в легальную, то есть убирать вот этот основной мотив Лукашенко для противостояния мирным гражданам и использования им силовиков, перевести его в легальный статус, этот протест. Почему нет? Я думаю, что на Бангалоре, как и до 9 августа, совершенно можно будет собрать и 60, и 100 тысяч человек, тем более, когда люди будут знать, что это законное мероприятие. И тогда вот эта протестная активность может получить второе дыхание, и это же может стать, опять же, и гарантией для возвращения, если Тихановская способна на такое. Потому что она является сейчас не лидером, а символом протеста. Ее возвращение в страну, безусловно, придаст значительный импульс протестной активности. Важно в данном случае обеспечить вопросы ее безопасности, потому что из Вильнюса эта патовая ситуация не будет разрешаться никак. Вот такое вот изменение протестов я вижу дальнейшее их продолжение. Потому что... Да. Про повестку дня улады таксама хотел запытаться. Паколькі мы зараз бачым гэтыя рухі запрашэннем Чэрачня Сергея, былога кандыдата да адміністрацыі прэзідэнта, а да Качановай наконт констытуцыйных зменаў. Мы бачым таксама актыўнасць вакол Юрія Воскресенскага, якога раскручваюць ледзь не некага лідара апазіцыі канструктыўнай. І таксама планы стварэння партыі на аснове, напрыклад, арганізацыі Белая Русь, нейкай прарасійскай партыі. Таксама ці, на вашу думку, азначае гэта, што сапраўды у ўлады ёсць нейкія сур'ёзныя планы по некай трансфармацыі палітычнага жыцця, магчыма, правядзенні парламенцкіх выбарах па партыйных спісах, і калі апазіцыя будзе настойваць толькі на вырашэнні, скажем, праз вуліцу, там, да новыя выбары, яна па вялікім рахунку прайграе ўсе гэтыя этапы, якія, пакуль што мацнейшая ўлада, таму што за ёй армія, яе сіла, у прынцыпе, дае шанец неяк змяніць эту сітуацыю, пайшоўшы туды. Магчыма, на Лукашенко таксама ідзе ціск з Расіі правесці гэтыя выбары. Ці правильно гэта ігнараваць цалкам? Я все-таки думаю, да. Потому что та имитация общественного диалога, та конституционная реформа, во-первых, давайте посмотрим вообще на причины этой конституционной реформы. Она же возникла не в результате выборов 9 августа, вот эти предложения, не в результате политического кризиса, затем возникшего. Идея конституционной реформы впервые была озвучена Лукашенко в 2018 году. И опять же, это было вызвано на фоне начавшихся форсированных интеграционных процессов со стороны России. Эта инициатива исходила по вот этому реинкарнации проекта союзного государства. И я думаю, что корни, причины конституционной реформы лежат именно там, в каких-то требованиях, возможно, там какой-то 32-й дорожной карты, а не публичных заявлений Лукашенко, что он хочет якобы больше полномочий власти передать парламенту, изменить там партийную систему, придать, новое дыхание этой партийной системы. Я думаю, что это все-таки такая ширма. На самом деле и в положениях договора о создании союзного государства в последних его статьях говорится о том, что окончательным формированием этого образования является конституционный акт союзного государства, то есть конституция союзного государства. И для того, чтобы ее принять, необходимо адаптировать национальные конституции. И здесь мы видим, как практически параллельно начались эти процессы. В 2018 году Российская Федерация уже провела свою конституционную реформу, сейчас идет реформа конституционная белорусской конституции, и на этот процесс наложилась неожиданно эта ситуация острого политического кризиса, вызванного фальсификацией результатов выборов 9 августа. И это не входило ни в планы, естественно, ни Москвы, ни Минска.
И поэтому российская сторона, кстати, предлагала свои какие-то услуги по помощи в подготовке белорусской конституции. Но вот это очень смешно звучит, особенно из уст Путина. И вчера он это повторил. Ну как это расценивать как невмешательство во внутренние дела Беларуси? Да? Помощь в составлении основного закона страны. Вот, и эти процессы, которые находятся сформулированы в союзном договоре, адаптация национальных конституций, вот они сейчас и проходят. И если мы включимся, оппозиция включится в этот процесс, ну, конечно, возможно, что-то там нам в Конституции нужно менять. Но я думаю, что проводить конституционную реформу на фоне очень глубокого политического кризиса, вызванного фальсификацией результатов президентских выборов, но это огромная ошибка. Для начала нам нужно выйти из политического кризиса, который вызван был именно обманом народа на выборах, фальсификация, которую увидели все с помощью информационных технологий. Это все было доказано. Появились многочисленные аудиозаписи принуждения руководством исполнительных комитетов местных администраций, членов избирательных участковых комиссий менять протоколы. То есть мы увидели всю эту систему во всей ее красе, систему фальсификации, ну и красе, естественно, в кавычках. И это и вызвало начало этого политического кризиса в стране. Затем наложились брутальные действия силовиков, и вот это все приобрело форму такого громадного снежного кома, который несется и сносит все вокруг. Но Поэтому в тупику, это уже апошняе питание, коли ободва лагеры, так умовно их назовем, у тупику, то што можа быць гарантыя этого выхаду? Я не кажу для кагосьці канкрэтна з іх, але ў прынцыпе, што можа пераламіць сітуацыю? Гэта нейкія гонкавыя фактары, не ведаю, ціск там Пуціна ці наступного президента США, ці гэта все ж таки унутранае, што, на вашу думку, з'яўляецца галоўным фактором? Здесь какого-то одного важного фактора, наверное, выделить нельзя, ну, кроме активности, естественно, белорусских граждан. То есть организацию забастовок, безусловно, надо продолжать всеми силами. Но сыграет ключевую роль комплексный фактор. Это и международное давление, и консолидация какая-то сил, парламентских сил за пределами Беларуси, в Европе, как с инициативой которого выступил Координационный совет. Возможно, это и результаты будут последующие действий нового президента Соединенных Штатов. Мы видим позицию Байдена по отношению к Беларуси совершенно однозначную, поддерживающую на белорусскую оппозицию. Если он победит, это будет мощнейшим фактором влияния на общую ситуацию. Ну а выходом из этого тупика достаточно совершенно простая правовая норма, существующая на сегодняшний день в Беларуси. По действующему законодательству парламент страны, депутаты белорусского парламента сегодня, в любой день, после инаугурации тайной президента, которая состоялась, по белорусскому законодательству, в любой день депутаты белорусского парламента могут назначить новые президентские выборы. Вот это выход, и к этому надо стремиться всеми силами. Это законный, легальный способ выйти из политического кризиса. Его причина какая? Недоверие к результатам президентских выборов. Проблема в том, что этих людей не для этого призначали в парламент. Понятно, поэтому нам нужно всеми силами, консолидировавшись, требовать уже этого. Мы можем уже даже не требовать ухода Лукашенко. Бог с ним. Пускай он даже участвует в новых президентских выборах. Только пусть они будут по новому избирательному законодательству. И совершенно элементарно, опять же, на базе парламентских слушаний в парламенте, если эти переговоры провести по той повестке, о которой мы говорим, разобравшись в причинах политического кризиса, а не борясь с его следствиями, а причина – это фальсификация итогов выборов, вот тогда мы сможем совершенно легально и совершенно в правовых рамках действующего сегодня законодательства выйти из этого кризиса за один день. Достаточно здесь только политической воли Лукашенко, либо нашей солидарной политической воли белорусского общества внутри страны, выраженной в мирных протестах и забастовках, с поддержкой международного сообщества, парламентариев, Министерства иностранных дел, глав государств, которые сегодня, по крайней мере, выступили с единой консолидирующей позицией, осуждающей действия нынешней власти. Дзякуй вялікі. Гэта быў Дзяніс Ціханенка, палітолог. Мы гутарылі пра магчымыя прагнозы развіцця падзей Беларусі, пра шляхі выхаду з палітычнага крызісу. Для вас у празе працаваў Дмітрий Гурневич. Будьце разам з намі, подписывайтесь на наш канал, оставайтесь со свободой.